Мы просто хотим знать, кто тут главный. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как в Хароге собрался новый митинг. Подписывайтесь на наши обновления, будете в курсе всех последних и важных событий. Общественный порядок в Хароге, это город на востоке Таджикистана, полностью восстановлен. Налажено движение общественного транспорта. Объекты торговли и бытового обслуживания продолжают работу. Предпринимательница города Харог Шифо Ватаншоева говорит, что вместе с другими предпринимателями, у которых в связи с отсутствием интернета встала вся работа, обратилась с обращением к исполняющему обязанности главы ГБАО Алишеру Мирзанаботу с просьбой решить проблему, но он ответил, что ничем помочь не может. По словам Шифо Ватаншоевой, обращение на имя председателя области было передано еще на прошлой неделе, а в пятницу группа предпринимателей зашла к нему на прием, но он им ответил, что ничего не может с этим сделать. Удивительно, кто тогда может это решить и за что тогда отвечает председатель, если в области встала экономика и предприниматели не знают, что делать, кому нам нужно обратиться, спрашивает она. Сама предпринимательница много лет занимается бизнесом в сфере медицины и фармацевтики. В частности, в 2019 году она открыла первый частный медицинский центр в Хароге Шифо, который в период пандемии оказывал бесплатную помощь заболевшим. Мы всегда работали в формате государственно-частного партнерства и приносили и пользу, и доход области, обеспечиваем рабочими местами. Сейчас 6 человек, которые были задействованы на производстве, не работают, так как мы не можем реализовать свою продукцию. Обычно это делали через интернет. Обычно в сезон мы также нанимаем 30 человек, но теперь и с ними не работаем. Люди лишились заработка, говорит она. По словам предпринимательницы, также в данный момент она работает по проекту одного международного финансового института, согласно которому должна оцифровать свою деятельность. Проект с бюджетом 9 тысяч евро начался в начале этого месяца и должен быть завершен к концу месяца, но из-за отсутствия интернета они не могут выполнить свою работу. Сейчас его временно приостановили, но сотрудничество с нами могут и вовсе аннулировать, говорит Ватаншоева. А как вы относитесь к такой ситуации? Ведь действительно до сих пор в Хароге нет нормального интернета. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Она также отметила, что аптечная торговля тоже страдает, так как заявки они делают онлайн. Но сейчас многие аптеки из-за этого пустуют. При этом она жалуется, что несмотря на то, что нет интернета, они вынуждены платить за мобильную связь с учетом этой услуги. По ее словам, она заплатила недавно абонентскую плату в размере 160 самани в месяц, но пакета интернета у нее нет. А если заканчивается лимит минут, то она вновь пополняет баланс для подключения услуг звонков. Это дополнительный ущерб для нас, но кто это возместит, задается она вопросом. По словам Ватаншаевой, для решения вопроса интернета они даже обращались к своим кураторам ГКНБ, которые постоянно контролируют их деятельность, на что им ответили, что передадут просьбу руководителям, но вопрос до сих пор не решен. Мы, предприниматели, никогда не вмешивались в политику, и наша работа всегда была направлена на развитие, но сейчас мы оказались в очень тяжелой ситуации. И получается, что никто за нее не отвечает. Как говорят в народе, наша область оказалась бесхозной, и нам не к кому обратиться с проблемами. Мы просто хотим знать, кто тут главный, чтобы обратиться к нему. Почему нас вовлекают в политику и создают ситуацию для недовольства, задает вопрос Ватаншоева. Предпринимательница также отметила, что проблема отсутствия интернета негативно сказалась не только на ее бизнесе. Проблемой для их семей стала отправка денег детям, которые учатся за границей. К интернету в Хароге, по ее словам, подключен только Амонатбонк, но его услуги по переводам очень дорогие, поэтому воспользоваться ими становится не по силам. Мы даже не можем просто поговорить со своими детьми. Мой сын учится и живет в Канаде. Он переболел ковидом, и я не могла с ним разговаривать, узнать о его состоянии, говорит Ватаншоева. И на самом деле это один человек, который захотел говорить с прессой и рассказать о своей ситуации, но на самом деле недовольных в разы больше, и они практически каждый день приходят к властям и требуют решить проблему. Но этого не происходит. Как вам такая ситуация? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!